Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствуем. Основные работы по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции объектов на республиканских дорогах в прошлом году выполнялись по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Проект направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни людей. Об итогах дорожно-строительного сезона и дальнейших планах мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Егор Ефимов, первый заместитель генерального директора Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Егор Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите об итогах дорожно-строительного сезона, да, какие результаты мы видим? Так, основные работы в прошлом году у нас по ремонту, по строительству и по реконструкции проводились в рамках новой национальной программы «Инфраструктура для жизни», которую инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. Этот проект направлен на создание комфортного и безопасной среды для жизни людей и стал продолжением национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Хотел бы отметить по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года по 2024 год нашими подрядными организациями переведено в норматив свыше 1200 километров наших региональных дорог. Ну что ж, какие планы на этот год, самое главное? Планы на этот год по индикаторным объектам у нас индикаторы выставлены на этот год по дорогам 75 километров, по искусственным сооружениям 100 погодных метров. Для реализации этих намеченных планов на сегодняшний день у нас заключено 15 государственных контрактов. Это по основным объектам постройки, это реконструкция автомобильной дороги у нас с 20 по 28 километр, строительство автомобильной дороги Абалах, а также ремонтные участки по Амге, по Мухтуе, по Кабяю, по Битюню, по Барагон-Танде. И вот раз поподробнее хотелось бы услышать о капитальных объектах. У нас в этом году также продолжим реконструкцию автомобильной дороги. У нас с 20 по 28 километр дорога приобретет после реконструкции четырехполосное движение, разделительное барьерное ограждение, тротуары, дорожными знаками с обустройством автобусных павильонов, также с освещением. И продолжим также строительство участка автомобильной дороги Абалах в Черепчинском районе. Это со 108 километра до села Туракёль. Это новое строительство. Объект должны вести в 2027 году. В этом году продолжим работу по устройству земляного полотна, по искусственным сооружениям, по переустройству сетей связи, электроснабжения. И вот об участках текущего ремонта региональных дорог тоже что можно отметить, рассказать? По текущим ремонтам в этом году также продолжим по опорным сетям. Это опорная сеть у нас Мухтуя, у нас по Намсам. По Мухтуе мы продолжим работу на участке с 26 по 46 километр. В прошлом году по первому этапу на данном участке сдали 10 километров. В этом году сдадим объект полностью, 20-километровый участок. Также ремонтные работы проведем по дорогам Кабяй, Анвар, Мухтуя, так же, как и говорил, и Барагон-Цитанде. По Барагон-Цитанде мы с 2024 года строим села Барагон до поселка Танда участок. Это новый участок для населенного пункта. Получается, в прошлом году мы сдали 10-километровый участок, в этом году также ведем объект 10 километров, и в 2027 году полностью объект завершим. И вот как и в прошлые годы по нацпроекту, планируется ли обновление мостов? Да, как и в прошлом году, в этом году у нас
продолжится работа по устройству мостовых переходов в Углах и Курнах. Это в Тампонском районе по автомобильной дороге Яна. В этом году, как я и ранее говорил, у нас индикатор 100 погонных метров, но вводом этих двух мостов мы достигнем индикаторный показатель 250 погонных метров. На данный момент на этих дорогах, на этих мостах завершены работы по устройству опор, пролетного строения. В этом году продолжим по обустройству подходов. И объект должны до конца сезона завершить. И вот какое внимание уделяется качеству работ? Управлению автомобильных дорог принимаются исчерпывающие меры по недопущению нарушений технологий дорожного строительства. Это в первую очередь заказчиками нами контролируется весь процесс строительства, проверяются все инертные материалы, поступающие на объектах, оборудование. Для этого у нас есть и аккредитованная лаборатория с специалистами сквалифицированными, которые постоянно контролируют весь процесс, проводят входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль. Также на участках строительства мы дополнительно нанимаем специализированные организации, которые также проверяют весь процесс, и сотрудники, которые находятся постоянно на объектах. Поэтому контроль у нас полностью ведется. Превыше всего, да? Да. Ну и, конечно же, тоже важный аспект – это по сохранению автомобильных дорог уже, какие меры предпринимаются? Действительно важно не только построить дороги, да, но и сохранить. Для сохранения автомобильных дорог нами проводятся дополнительные меры. Это как весовой контроль. У нас на сегодняшний день весовой контроль, автоматические пункты весогабаритного контроля установлены на автомобильных дорогах нам и у нас. В первую очередь это для весового контроля, чтобы крупногабаритные и тяжеловесная техника не продавливала наши дороги. И в этом плане также весенний-осенний период мы проводим. У нас также есть оборудование передвижное, которое по мере необходимости по тем направлениям, где у нас есть проблемы по большегрузам, также отрабатываем вместе с Ространснадзором и контролируем. Ну, действительно, проблема же актуальная, да? Вот. Да, проблема актуальная. Большегрузной техники у нас много, которые не соблюдают требования по перевозке тяжеловесных грузов. Вот, и вот помимо ремонта, реконструкции, да, и сохранности дорог, также вот какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности дорожного движения? Как я и говорил, вот на всех у нас, наших участках, где проходит ремонт, строительство, реконструкция, также мы обустраиваем дорожными знаками, перильными ограждениями, барьерными ограждениями, также и обустраиваем освещением. И вот к открытию дорожно-строительного сезона о чем бы вы хотели напомнить водителям? В марте у нас начинается пора снижения грузоподъемности сезонных дорог. Также начинается строительство, реконструкция по всем тем объектам, которые я сказал. Хотелось бы сказать, чтобы водители соблюдали предписывающие знаки дорожные, соблюдали скоростной режим, также соблюдали допустимую грузоподъемность. Хорошо, ну что ж, Егор Егорович, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.